стал одним из первых регионов нашей страны, который получил федеральное софинансирование в рамках, как говорится, приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В первую очередь, эта программа предусматривает благоустройство парков и дворов. Какой же она должна быть, комфортная среда? И вообще, кто определяет уровень комфортности? Обсудим это сегодня, ведь это касается каждого. Как сделать наши города комфортными? На примере Сыктывкара мы сегодня будем говорить. Эту тему мы обсудим с нашими экспертами. Это главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг и автор проекта «Я строю Сыктывкар», директор проектного бюро Сергей Кияшко. Ну и председатель правления ТСЖ «Октябрьский», специалист по ландшафтному дизайну Светлана Богдан и активный житель города Сыктывкара Максим Ярема. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, уважаемые гости, эксперты и наша аудитория. Мы для того, чтобы ввести кратко в курс дела, вот как происходит у нас все дело с благоустройством, в общем-то и вышли на улицу Сыктывкара, чтобы спросить у сыктывкарцев, что они думают о современном состоянии нашего города. Давайте посмотрим. Я считаю, граждане, которые здесь проживают в Сыктывкаре, должны этот город облагораживать. То есть выходить на субботники, потому что кроме нас с этим никто не справится. Самое главное, как для водителя, дороги очень плохие. Наш город самый прекрасный в мире. Наш город замечательный, не хватает ему хороших дорог, надо исправить ямы, территории для собак. Довольно скучновато в нашем городе. У меня есть внук, практически пойти с маленьким ребенком некуда. Нету тротуаров нормальных, по булыжникам ходим. Зелени не хватает, зон отдыха не хватает, негде не посидеть, ни с колясками погулять. А чего в первую очередь, на ваш взгляд, не хватает? Чистоты. Чистоты. А город какой-то грустный немножко. Хочется, чтобы было чего-то радостного, веселого. Может быть, цветные дома, не знаю, там люди улыбались бы больше. Мы сегодня говорим о комфортной среде на примере Сыктывкара. Так вот, к вам вопрос как к специалисту. Скажите, пожалуйста, а с чего вообще начинается комфорт в городе? В первую очередь, комфортная среда начинается со дворов. Сейчас такая ситуация, что зона комфорта у людей – это квартиры. Вот. В некоторых, например, домах зона комфорта вышла в подъезды. По сути, она сейчас должна выйти во дворы. Следующее, естественно, это улицы. Ваша оценка как главного архитектора Сыктывкара по пятибалльной шкале на май 2017 года. По пятибалльной шкале? Да. Не жадничайте. Это провокационный вопрос. Я бы поставил не больше тройки, конечно же. Но это честно. Это, для чего мы вас, собственно, сюда и пригласили. Для меня комфорт города – это когда ты уехал, и тебе хочется вернуться сюда. А вот когда я уезжаю из Сыктывкара, я хочу остаться в любом другом городе и сюда не возвращаться. Потому что здесь правда грустно, правда серо. Хочется, чтобы здесь было ярко, а в Кирове зелено. В Кирове мне очень нравится. Да? Хочу туда переехать. Вот я те же самые чувства испытываю, когда в Киров приезжаю. Да. Я хочу домой. В моем понимании, в первую очередь, комфорт – это все-таки придворовые дороги, тротуары. Это в первую очередь. И плюс ко всему, конечно, все вот эти старые деревянные дома, и в том числе и хрущевки, все-таки как-то надлежащим образом, чтобы их в красоту привели. Самая главная проблема Сыктывкара, вот по-вашему, вы главный архитектор, самая большая проблема сейчас какая? Вот это дворы разбиты. Дворы разбиты и тротуары. Вот это самое главное. Это самая главная проблема. Не какие-то там инсталляции, интересные парки и так далее. Это уже, нет, это уже об этом потом надо думать. Естественно, нужно сделать на самом деле достаточно удобные тротуары, пешеходные зоны, а потом переходить к паркам. Ну, хотя, я думаю, что можно делать это параллельно, что, в принципе, сейчас и делается. Вот молодые люди, я надеюсь, там романтики у вас достаточно, чтобы до сих пор ходить в Кировский парк. Кто последний раз был в Кировском парке из вас? Даже руки не поднимаем, да? Та-да! Были, да? Вообще можно заметить, что в парке поменялась зона освещения, потому что от противного желтого там сейчас довольно-таки красивое белое освещение. То есть мы говорим уже о типе освещения, понимаете? Но мне это важно, потому что я хожу и смотрю, как выглядит парк ночью. Это очень красиво. Плюс недавно днем каталась там на велосипеде, довольно комфортно. Скажите, пожалуйста, как часто вы бываете в Кировском парке? Каждый день сейчас гуляем.
Что вам больше всего понравилось, нравится в нем после ремонта? Нам нравится, что очень чисто в нем. Дорожка удобная. Очень удобно, да. Асфальт новый постелили, что можно гулять беспрепятственно с коляской. И чисто, конечно. Намного лучше. Раньше бардак здесь был полный. Сейчас вот приятно по нему ходить, и чисто, и аккуратно все. Нравится набережная, нравятся аккуратные дорожки. Но у нас сразу замечание возникло. Можно замечание? Коляскам, ведь там к набережной не подступиться. Там только лестницы, а нету, чтобы пандус или как это там называется. Очень комфортно, много скамеек, детей много, где родители с колясками гуляют. Все нормально. Чистый, ухоженный вроде. Вот это нравится. Очень стало хорошо, чисто. Асфальт замечательный. Очень красиво, да, нам нравится. Можно прогуляться с родителями, с сестрой, с братом. В лучшую сторону изменилось то, что здесь стало больше дорожек. Я вот с ребенком гуляю, и как бы удобно. Но жалко, деревьев стало меньше. Все то, что делается с новым строительством, которое у нас идет вообще и развивается бурно в Сыктывкаре, оно уже предполагает обустройство не только во дворе, но еще и привязку какую-то к городу. Скажите, пожалуйста, это обязательное? Человек никогда не купит квартиру в неблагоустроенном доме, где инфраструктура очень слабая, и в том числе, скажем так, придворовая территория будет не обустроена. Это касается и парковочных мест, и детских площадок. Если мы сейчас берем наследство с советских времен тех дворов, которые нам сейчас достались, то там, скажем так, большие проблемы с парковочными местами. Но, тем не менее, у нас большая часть города то самое постсоветское наследие, типовые дома, 125-я серия, она у нас застроена бетонная. И вот такой серией ее можно назвать комфортной. Вокруг нее можно создать что-то такое, чтобы было приятно находиться в этом окружении? Конечно, можно. Если сами жители будут приводить свои дворовые территории в порядок, то не просто же так говорят, чисто не там, где убираются, а чисто там, где не мусорят. Если сам житель каждый начнет с самого себя, то и во дворе будет чище, комфортнее. Если лишний раз кто-то не бросит бумажку, а подымет ее и выкинет, будут какие-то регламенты, что жители договорятся, например, машины не ставить на зеленые зоны, а все-таки определить место и стараться туда ставить. Все равно же будет чище во дворе, чем когда будет заезжать на грязную территорию и выносить эту грязь машинами. Кто вообще определяет, как должен выглядеть город? То есть вот вы вдвоем, или втроем, или вчетвером, вот каким образом? Определять должны, как выглядеть будет город жители. Звучит потрясающе. Да. Естественно, как администрация города, мы должны вовлекать жителей, инициативных жителей, да, в каких-то проектах. Да. У кого-то возникают идеи каких-то проектов. Также по благоустройству, например, что должно быть, где должно быть, в каком это виде должно быть. Понятно, что потом, когда проект будет разрабатываться полноценно профессионалами, да, то есть с учетом вот этих мнений, он уже будет приводиться к каким-то профессиональным знаменателям. Да? Вот. А жители, естественно, обязаны даже, наверное, участвовать, потому что им здесь жить, как бы, да, и только там проектировщик или там несколько человек, как бы, наверное, не имеют права целиком решать за жителей, в каких условиях им жить. Вот давайте говорить на конкретном примере. Есть проект «Я строю Сыктывкар». Вот есть Сергей в этой группе. Есть группа, в свою очередь, ВКонтакте, где чуть более 500 человек. А вот это та самая активность, на которую вы рассчитывали, или там должно быть минимум 5 тысяч или 15 тысяч? Накрученные участники группы, в них никакого толку нет. Нужны заинтересованные граждане, которые участвуют в проекте. Проект пока делают единицы, их можно посчитать по пальцам двух рук. Часто люди, горожане, не понимают, каким образом можно взаимодействовать с администрацией города. Все думают, что если ты написал заявление или пожаловался куда-то, например, в прокуратуру, сразу будет все, как ты думаешь. Или ты пришел с ультиматумом к чиновнику и заявляешь, что здесь должно быть то-то и то-то. И все будет по твоей воле. Это не так. Все верят в исполнительное производство. Самые эффективные меры. Скорее всего, да. По суду можно чего-то добиться, но, правда, если нет бюджета в администрации, то даже его исполнять не будут. Есть бюджеты, есть графики, есть приоритеты. Вот ваша программа, которую вот вы ведете, скажите, пожалуйста, там насколько нужно присутствие бюджета города Сыктывкара? Или вот вам хватает ваших активистов, те самые 500, возможно, даже вот те ребята, которые сегодня сидят в студии, они тоже могут добавить свои голоса к этому объему людей? Суть этого проекта такая. В беседе с представителями власти, представителями администрации мы для себя выяснили, что в городе
есть масса пустующих территорий, которые отведены под рекреацией, под зоны отдыха, под скверы. Но денег на них, на их благоустройство у города пока нет. Просто по объективным причинам. Денег нет в бюджете. У вас есть? У меня есть. Вы готовы вкладываться в городскую среду и строить что-то на благо? Да, мы уже это делаем. Где? Когда? Что это? В частности, я вот буду говорить о том проекте, за который мы отвечаем. Сквер, который сейчас называется «Металлист», в честь ДК, бывшего ДК «Металлист». Он так и будет называться, да? Да, сквер «Металлист», за него проголосовало больше 40% участвующих в голосовании. Там простое большинство выбрали его. Да. Было всего 46 вариантов названий. И люди, если они хотят, чтобы появился этот сквер, нужно не так много усилий приложить. Всего если 10 тысяч человек подарят фонд, который будет создан для создания этого сквера, по 1000 рублей, то этот сквер появится уже в этом году. 1000 рублей не такая великая сумма. Понимаете? 1000 рублей на сквер каждый скинет. Вы видите реакцию. Но я так думаю, Та-да, что здесь номер два. Просто многие люди рассуждают, что они платят налоги, почему они еще должны что-то платить. Вот, честно говоря, Там я многие очень рассуждают часто именно так. разделяю эту точку зрения. Это Да, касается но и субботников, и так далее. Но здесь ведь что-то говорится не о таком, здесь не тот самый проект, когда государство Да. должно. Здесь что-то созидание в чистом творческое. виде. И плюс, здесь остается память, правильно? Да, мы хотим, причастность да, к общей жизни. чтобы люди понимали, что вот это я сделал на свои деньги, своими силами, и тогда я не буду это ломать, я буду за этим следить, я буду за этим ухаживать. Мы хотим также там создать аллею имен, на которой мы разместим имена участников, спонсоров этого проекта. Это могут быть как и юрлица, которые вложат, может быть, какую-то значительную долю в этот проект. Уже были такие участники, которые, как я уже говорил, подарили нам строительные материалы. И это будут простые люди, которые хотят увековечить свое имя, имя своих близких или какое-то событие, которое у них в жизни произошло в Сыктывкаре. И они могут за счет вот этого такого способа, как краундфандинг, положить средства на счет этой компании, получить именную табличку, которая будет размещена на аллее имен в этом сквере. А вот есть уже где-то такой опыт? Кто-то такой уже говорил, делал? Что, есть где? Нью-Йорк, есть Хельсинки, есть Роттердам. А у нас на территории нашего государства это возможно? Или как раз вы новаторы в этом? Да нет, мы не новаторы. Мы берем лучшее, что есть в мире. Причем здесь наше государство, понять не могу. Есть просто люди, которые делают что-то для населения, для граждан. Вот мы такие. И мы знаем, что таких много. Даже у нас в Сыктывкаре. Вот я пришла к вам, я говорю, я готова участвовать. Что мы будем вместе с вами делать? Ребята тоже присоединяются? Или это ко мне? только финансовую часть? Только краудфандинг, Нет, так мы называемый. говорим о соучаствующем проектировании. Когда, например, группа экспертов, которую представляете вы, как житель города, ваша соседка, может быть, какой-то ваш друг эколог или биолог, может быть, ваш друг дизайнер, они все объединяются и предлагают какую-то концепцию, которую обрабатывают специалисты. Ландшафтные дизайнеры, архитекторы, проектировщики. Есть такая процедура обязательная, это общественное слушание. По городу, например, по благоустройству, по каким-то вот введению, по строительству каких-то таких памятников. Может быть, вы бывали. Насколько сложно притолкнуть в городе свой проект, свою идею и сказать, что вот здесь есть место, вы определили, что здесь должна быть комфортная какая-то среда, мы видим вот здесь такой объект. Насколько это сложно провести свою идею и воплотить ее в жизнь? Наверное, общение с администрацией, оно не составляет сложности. Есть другие нюансы, например, как конкурс, да, для того, чтобы уже пройти и реализовывать свой проект. Это на самом деле сложно, потому что конкурсные обязательства, они финансовые, и не каждая организация может эти финансовые обязательства выполнить. То есть, например, на конкурсную площадку заплатить определенную сумму денежную. Ну вот, например, подойти к той же самой компании-застройщику и сказать, что вот таким образом мы вместе с вами, у меня идея, у вас есть концепция дома, давайте мы это вместе провернем на этой площадке, которую выделила администрация города, тем более, что у нас есть проектное бюро, которое готово воплощать что-то новое. И немного денег на взнос конкурсный. Ну, это очень тяжело так. Вот найти такого человека, который бы согласился за вас поучаствовать в конкурсе, а потом всю работу отдать вам. Это на самом деле тяжело. Это нужно иметь и финансы, и, как сказать, проект для того, чтобы вот поучаствовать в каком-то проекте, который администрация выставляет на конкурс. Но у нас же действуют какие-то муниципальные программы по благоустройству, так ведь? Действуют. Вот как
Как вот я могу, допустим, в ней участвовать? Ну, во-первых, конечно же, провести собрание собственников жильцов. То есть нужно необходимое количество голосов для того, чтобы в этой программе поучаствовать. Нужно выполнить все сроки, которые администрация дает для подачи заявки. И зачастую сроки бывают очень короткими. Ну вот опять мы упираемся в одно и то же – активность населения. Вот вы, по определению, самая активная часть населения, по крайней мере, все опросы нам об этом говорят. Помимо размера стипендий, там, выхода новой песни Айова, вот вас интересует вопрос благоустройства именно города? Вы готовы выходить и работать с Сергеем? Это, конечно, интересует. Но есть один вопрос. А не загадят ли это снова? Не сломают ли? Придется приучать. Вы понимаете, если этому не научены, если мы забыли о том, что значит чистый и комфортный город, в котором ты сам не пачкаешь, не мусоришь, мне другое слово просится, но тем не менее. Вот здесь, ожидая, что люди сразу же откликнутся, увидят красивое и скажут, да, это надо поддержать, я вас уверяю, таких будет немного. Да, по-моему, с этого стоит начать. Не с того, что что-то построить или почистить. Тогда, А сначала получается, воспитать. нам нужно только брать тряпку, брать швабру, брать веник и все остальное, мыть. И на мыть субботник. принародно, сплошные субботники, и на этом зациклить свое внимание. По-моему, наоборот. Сначала нужно воспитывать людей, чтобы они любили свой город и свою республику. Воспитывается человек в семье. Допустим, возьмем девятиэтажку, да? Вот люди с 9, 7, 8, 6 и 5 этажа хотят, чтобы у них во дворе рядышком с ними были скамейки. А люди, которые живут ниже 5 этажа, не хотят, чтобы у них были скамейки. Это как раз таки к вопросу о красоте. И парковки И как без ты машин будешь... не нужна. Да, и чтобы машина там Toyota Land Cruiser какая-нибудь не встала там на детскую площадку и... Если у тебя Део Матис. Ну да. Вот. Вопрос такой. Вот как совместить вот эти две категории населения? Люди, которые живут свыше 5 этажа, которым интересны скамейки, и люди, которые живут ниже 5 этажа. Это к вопросу, что люди все одинаковые во всех странах. Неинтересны эти скамейки. Очень просто. Научитесь друг друга слушать и уступать друг другу. Вот и все. Я вас уверяю, у нас половина населения этого делать не будет. не поверите, никогда. сколько религий было создано для того, чтобы помирить всех людей. Делайте. Вот и все. Мы не Решение ждем чего-то ТСЖ лучшего. 2/3 голосов, правильно? Просто берем и меняем. Вот и Нет, все. на самом деле вопрос этот решается. Решение также ТСЖ Большинством. 2/3 голосов, да. Все. То есть это все регулируется, все просто, есть жилищный кодекс, да. Какая разница, что строить, если все равно сломают? Этот тезис мы слышали. Да. Нужно прививать эстетику городскую жильцам. Один раз сломает, второй раз сломает, третий раз не сломает. Можно Если ты не будешь прививать вот эту красоту, порядок, чистоту, никто к этому не научится. Если рассуждать о том, что я поставлю скамейку, куда придут пьяные, да, посидеть, раз выгнал, два выгнал, на третий раз не придут. То есть нужно воспитывать вот именно как раз этим, а не тем, что промалчивать и давайте вообще не будем ничего делать, и что тогда? Нужно с чего-то начинать. Скажите, пожалуйста, как воспитать любовь к чистоте, чтобы родной город был чистым? Это так не воспитаешь. Надо серьезно подходить к этому. Только своим примером. Выходите на субботники, убирайте. Не стесняйтесь. Некоторые родители это делают как в тягость, а некоторые из этого делают какую-то такую семейную традицию, такое интересное мероприятие. По крайней мере, в моей семье было так. Надо начинать с семьи. Прежде всего в семье воспитывает любовь к чистоте, я так думаю. Человек, уважающий себя, никогда не позволит гадить в городе, где он родился и растет. А какими-то мерами специальными, то есть когда уже человек сформирован, воспитывать, мне кажется, достаточно сложно. Это уже перевоспитание пойдет, да? А мне кажется, знаете что, если взять вот всем, прийти дома, набросать мусору и посмотреть, какой у них будет, какая реакция, что будет дома и как они на улице себя ведут. Я думаю, так. Идея это соучастия в этом состоит, что если люди, да, участвуют в создании чего-то, проекта, сквера данного, принимают какие-то решения в благоустройстве города, то есть у них подсознательно возникает чувство, что они причастны к этому. То есть не зря живут. Не зря живут, во-первых, да, во-вторых, они когда что-то реализовываются уже, прогуливаюсь там, ощущают, что, ну, это мое, я где-то здесь поучаствовал, я принял где-то решение, да, я вот что-то где-то посоветовал. То есть и отношение меняется. То есть мы также говорим об этой зоне комфорта, да, то есть она уже выходит тогда на улицы, когда люди начинают участвовать в ней. Если, например, решение без жителей города принимается, да, то они к этому, как молодой человек и говорит, да, кто-то что-то построил,
Ну да, замечательно. Но отношение к этому как будто бы так и надо. То есть нам сделали, мы можем сломать, и сделают еще раз. Вот. А если мы уже поучаствовали в этом, отношение меняется. Я понимаю, что это на самом деле, наверное, длительный процесс, но перспектива, по крайней мере, должна быть такая. А вообще вот на тему ломают, не ломают, отличное решение. Это установка, в Британии это называется CCTV, камера наружного наблюдения, и все. Пускай она пустая висеть будет, понимаете, так тоже делают. Вот любой вандализм – это, во-первых, неуважение к окружающим людям, к своему Вандализм – городу, это уголовно республике. наказуемый, по-моему, ну или как минимум Ну, административный. от чего он берется? Из неуважения. Значит, надо это уважение воспитывать в тех же детях со школы, чтобы они понимали, что они живут в красивом городе, который они должны любить. Мой ребенок в своей группе в детском садике всем детям объясняет, что, ребята, давайте сейчас пойдем строить сквер. Он подбивает там всех своих товарищей, чтобы эта стройка как можно скорее началась. Понимаете? Так вот, вот этот маленький шкет, этот пацан будет иметь эту табличку на это или имен. И когда он вырастет, когда ему будет 18 лет, он будет охранять и защищать это место. И не позволит там никому ни сорить, ни мусорить. Потому что участвовал в этом его папа, и он сам, и его друзья. Понимаете? Я предлагаю сейчас прерваться на короткую паузу и сразу же после рекламы продолжим разговор с экспертами нашей студии. Владимир, вы сделали довольно-таки громкое для современных рекламных реалий заявление о том, что все баннеры, как минимум из исторической части столицы нашей республики, будут удалены. И в целом с ними будет наведен порядок по всему городу Сыктывкару. Вы как планируете это сделать? Ну, концепция представляет из себя следующее. Это некая многослойная конструкция, где ядром является историческая часть города. В исторической части города, как мы понимаем, наверное, все, не должно быть крупноформатных рекламных конструкций, так как улицы достаточно узкие, архитектура не должна заслоняться. Вот. Дальше ширина улиц достаточно большая, вот, этажность повышается. И, в принципе, там могут располагаться рекламные конструкции современного сети-формата, то есть среднего габарита. Ну, естественно, они должны располагаться в таких местах, чтобы не закрывать какие-то памятники архитектуры, просто объекты культурного наследия, вот, территория там, общего там, скопления людей, тут же Вечный огонь, например. Дальше следующая оболочка уже, которая приближена к окраинам города. Там, в принципе, уже могут располагаться конструкции, вот излюбленные, наверное, рекламщиками, это 3:6 формата. Ну, естественно, тоже по определенным правилам. Вот. И также мы предлагаем рекламщикам, это уже въездные магистрали в город, это где территории очень широкие, и, в принципе, там уже могут находиться конструкции крупного размера. Скажите, пожалуйста, если убрать рекламу, то, получается, появятся места, которые можно было бы использовать, ту самую большую. Если это будет где-то рядышком с жилыми кварталами, с жилыми зонами, и если там есть те же самые скверы, если вы участвуете, вы все участвуете, озеленение будет вот выходом в данном случае? В том сквере, который мы запроектировали, мы дополнительно там высадим кустарники, 60 крупномерных деревьев. Это будет просто какое-то уникальное место после того, как оно будет завершено. А правда, что у нас иногда люди выкапывают деревья? Вот свежие, да, это саженцы здорово. какие-то? Да? Красивое дерево выкопал и себе на дачу увез. Сарказм, отлично. Да. А не приходили ли вы, допустим, к какой-нибудь идее, вот что-нибудь крупное сразу сажать, чтобы невозможно было выкопать? Конечно, приходили. У нас, например, есть институт биологии, там есть целый научный состав, у них есть... Светлана, подскажите, что у них есть на У них есть Геляты? огромный видовой состав, там питомник. Да. И вообще весь видовой состав в городе следовало бы немножко менять, так как серость, осень, зима, весна, а цветут у нас деревья, да, и листьями покрываются в основном только летом. Мало очень хвойных елей, сосен, пихт, рассаженных по городу, даже по тем же самым Коммунистический, Октябрьский проспект, еще какие-то придомовые Ну, это не только в территории. районе Вечного огня, вот, по-моему, Да, и активно. все. То есть концепцию озеленения города тоже нужно менять в целом, потому что таких деревьев не хватает, хвойных именно, да, которые бы и зимой, и в серые придавали нам какой-то зелени. Вот как контраргумент у нас просто лес хвойный. Наверное, люди просто для того, чтобы увидеть хвою, едут в лес. Это очень недалеко в рамках нашей республики. Но тем не где менее, везде когда лес. тополя и летит пух, и падают ветки, это же А аллергики альтернатива будет очень им, да. страдают, да.
То есть я понимаю, что нужны скверы, нужно благоустройство. Про фонтаны мы сейчас не говорим. Мы говорим про озеленение. Мы говорим сейчас о том, что мы можем сделать сами. Правильно? Что нужно для того, чтобы это появлялось как можно быстрее. Не только разговор. Это хорошо, что вы сегодня озвучили свою идею. Эти ребята услышали, мы вас услышали. Увидят зрители, присоединятся, дай бог. Но а что все-таки еще нужно сделать такого, чтобы это должен быть какой-то порыв души для того, чтобы взять и выйти Или и нам делать. нужно эфир забить социальной рекламой. Будь активным, строй свой город, строй свой город. Ну и вызовите Больше жогу денег, больше скверов. Больше денег, телезрителей. больше скверов. Это правда так и будет работать. Да, если будет Нормально. контроль. Главный вывод, по-моему, из программы в программу у нас перетекает. Без коммуникаций нормальных. Эта активность взаимной должна быть. Ничего не получится ни в деле медицины, ни в деле экологии, ни в деле благоустройства нашего города, который должен быть красивым. И от вас это зависит, и от вас это зависит, ребята. Поэтому смотрите. В федеральном проекте по формированию комфортной городской среды участвует не только Сыктывкар, но и другие города Коми. Давайте послушаем комментарий представителя регионального Минстроя. В 2017 году участвуют в проекте город Сыктывкар и 4 моногорода. Это Воркута, Инта, Жешерт и городское поселение Емва. 2/3 средств, направленных из федерального и из республиканского бюджетов, должны быть направлены на благоустройство дворовых территорий и 1/3 средств на благоустройство общественных пространств. Это площади, парки, скверы, пешеходные зоны. На территории города Воркуты должно быть благоустроено 10 дворовых территорий, которые включают в себя 24 многоквартирных дома и парк пионеров. В Инте будет благоустроено 6 дворовых территорий и 1 пешеходная зона. В Жешерте планируется благоустроить 19 дворовых территорий и 1 общественную зону. Это пешеходная зона по улице Горького. И в городском поселении Емва мы планируем благоустроить 6 дворовых территорий и 2 зоны массового пребывания граждан. Хочу обратить внимание, что программа благоустройства комфортной городской среды не заканчивается этим годом. Она у нас 5-летняя, поэтому жители нашей республики могут продолжить подавать заявки на благоустройство своих дворовых территорий в адрес муниципальных образований. При этом к заявке нужно обязательно приложить протокол общего собрания собственников помещений с решением о принятии участия в данной программе. Все мы привыкли жить в своей личной зоне комфорта, которая единственное, что, к сожалению, заканчивается и ограничивается этими самыми квадратными метрами наших квартир. Но нужно выйти на улицу и сделать что-то для того, чтобы хотелось быть там, вместе с друзьями, с детьми, с вашими близкими. Комфорт зависит от вас в том числе. Будьте активны, будьте в своем городе хозяевами. Всего вам доброго. И оставайтесь на Юргане. Спасибо.